Белорусская древняя традиция полна мистическими существами. Каждый раз, когда наступает таинство обрядов или праздников, они появляются к нам прямо из леса. И одни из них — это, конечно, русалки. Русалки, которые сидят на ветвях, которые бесятся, которые могут затащить в болото. Никто не может устоять против их обаяния, против их красоты. Любой мужчина может просто утонуть. Это русалки России. В белорусском древнем обществе парни и девушки встречались всегда под присмотром старшего поколения. Они не могли встречаться сами, но один день в году на купальне — это была самая таинственная день и самая таинственная ночь. Как же они встречались? Посмотрим, как они знакомятся. Чем же заканчивалось такое прекрасное знакомство? Ну, конечно же, белорусской свадьбой. Свадьбой, где встречались два рода. Род мужчины и род женщины. Для того, чтобы сочетался их союз, пекли специальный огромный каравай. А главную роль в обряде играла не невеста, а мать невесты. Как невеста выходила замуж, мама меняла ей наряд. Это был специальный пояс и специальный головной убор, потому что теперь она уже не девушка, а молодая жена. Все волосы, косы должны быть бережно убраны. Такой народный убор головной назывался наметкой. Он выглядел невероятно красиво, иногда на него уходили 3 метра ткани. Самая красивая женщина, ее волосы, косы должны быть упрятаны навсегда от чужого взгляда. Когда-то Беларусь называлась Великое княжество Литовское. И, конечно, было известно на всю Европу своими рыцарями и мечниками. Тренироваться они начинали еще с детства.
всегда были объектом соперничества. А дальше они мирились и шли вместе воевать за свою землю. На все праздники собиралась всегда вся деревня, все комьюнити. Что же они делали? Конечно, танцы. И это хоровод, когда все выходят на улицы,